энергетики Абхазии фиксируют снижение потребления электроэнергии. Это если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Причин тому несколько. Из главных приборов учета. Там, где они установлены, расход потребления гораздо меньше и почти 90% оплата потребителей. Второе. Майнеры сбавили обороты, из-за чего сократилось суточное потребление тока. В итоге сэкономить удалось 102 миллиона киловатт-часов. На сегодняшний день у нас установлены приборы учета тех, которые активны, которые мы видим, зарегистрированы в полном объеме порядка 16 тысяч. Мы планируем еще порядка 6,5 тысяч установить до конца года. Наибольшее количество этих приборов учета у нас сегодня расположено в городе Сухом. Сегодня идет активная установка в городе Гал. Потом планируем перейти частично в города Чамчиру, Гудауту. В Сухумском районе уже начались работы по установке приборов учета. Новый Афон, в новом Афоне установлено практически процентов 90 у нас на сегодняшний день. Я думаю, к концу года по Афону тоже мы еще доставим этих приборов учета, и этот вопрос у нас будет закрыт. Возьмем город Сухум. Ежедневно от 40 до 60 абонентов мы отключаем. Выбираем прямо районы, делаем анализ. Кстати, программа сама анализирует у человека, у которого образовалась задолженность. Отключается, абонент обестачивается, приходит абонент, гасит свою задолженность, и после этого обратно ему подается электроснабжение. Опыт следующий. Когда приходит наша бригада на подстанцию и начинает эту работу по установке счетчиков, у людей заниженное напряжение. После того, как осуществлена эта работа, напряжение в сети у людей поднимается на 40, 50, а в некоторых местах и на 60 вольт. Потому что, обратно еще говорю, люди начинают экономить, потребители. На тех подстанциях, где у нас установлены эти приборы учета, у нас аварийности практически нет. На тех ТП. Туда наши сотрудники заезжают сугубо эксплуатационно. Проверить, почистить, смазать, отрегулировать и как-то так дальше. Это дает очень большой эффект суммарно. В техническом, эксплуатационном, в денежных делах очень много плюсов. Приборы учета физическим лицам устанавливаются за счет правительственной программы, юридическим – за счет Черноморэнерго. Все, что связано с физическими лицами, абонентов, населения, я имею в виду, это все расходы идут из бюджета государственного, которые были заложены парламентом в бюджетировании этого года. Там порядка 200 миллионов было запланировано. А то, что касается наших дел, остальных по юридическим лицам, это уже это все идет за наш счет, за внутренние дела идут. Но это окупается, естественно. Естественно, моментально. В планах стоит 26-й год, это завершение установки приборов учета. Я так понимаю, что вы возлагаете большие надежды, что именно эта тема выведет все-таки Черноморэнерго уже на этапы развития. Да. Я думаю, да, конечно. Вы поймите, сам прибор учета ничего не значит. С этим прибором учета надо работать, его надо эксплуатировать, его надо правильно с ним работать. Это мы в первую очередь надеемся на людей, которые у нас сегодня работают в тех же сбытах. Потому что техническое сопровождение нужно обязательно этой системе. Сама по себе она не работает. Прошлым летом веерные отключения электричества были введены в разгар курортного сезона, вызвав острое недовольство у населения и туристов. В пиковые летние месяцы этого года отключения случались лишь по техническим причинам. Уменьшить энергодефицит в курортном Гагарском районе и добавить напряжение в домах удалось благодаря дополнительным мощностям. В Гаграх перед началом сезона курортного сложилась непростая, можно сказать, сложная ситуация по электроснабжению. Были районы, в которых были дефициты линейные, трансформаторные. В мае месяце, до середины июня, нами была построена двухцепная 10-киловольтная линия от подстанции Лахадзых до поселка Лахадзых. Там было
порядка 5-6 объектов готовых к запуску, на которых не могли подключать в силу дефицита линейной мощности. Была построена новая линия, и как бы более или менее мы тогда смогли стабилизировать электроснабжение по этому району. Также ряд работ было проведено по другим районам города Гагра. Вот, а также дополнительно был установлен 25-мегаваттный трансформатор, который нам позволил регулировать напряжение по стороне 10 киловольт, вот, что улучшило ситуацию с напряжением в самом регионе. Стихийное бедствие нанесло нам значительный урон. Нам пришлось и новые подстанции устанавливать, и линии новые строить, и 10 киловольт, и 0,4. Много было кабельных повреждений, была смонтирована и запущена в работу новая протяженная очень кабельная линия. Но работал практически весь коллектив, и в кратчайшие сроки мы смогли ликвидировать последствия этого стихийного бедствия. Незаконные подключения к электросетям наблюдаются сплошь и рядом. Штрафы за самовольство мизерные. Поэтому энергетики решили провести инвентаризацию всех туристических объектов. Начали с Гагры полную инвентаризацию всех вот этих объектов, которые на сегодняшний день подключены к нашим сетям, с установкой учета интеллектуального, дистанционного. Сегодня большая часть объектов, которые расположены в той же Гагре, сегодня их потребление и расход мы сегодня видим уже здесь. Сформировано так, что программа получает расход объекта, формирует счет и автоматически выставляется счет на оплату уже тем объектам, которые являются там сегодня по той же Гагре. Установка этих приборов учета также активно сегодня у нас идет в городе Гудаута. Вот, в Сухуми их стоят очень много. И также начали работу проводить в Гульрипском районе. Вы сказали по Афону практически уже там полный Да. охват. Почему именно по Афону? Ну, по Афону, потому что это, сами понимаете, это у нас, наверное, один из центральных курортных районов в Абхазии. Вот, очень много объектов туризма. Вот, энергопотребление, естественно, большое. Кстати, для улучшения энергообеспечения самого Афона был заменен трансформатор на самой подстанции Афон-110. Увеличили мощность, там порядка 10 мегаватт добавили еще к существующей. Вот, так что мы сегодня зарезервирована подстанция «Новый Афон» по мощности трансформатора очень хорошо и надежно. Нередко аварии на линии случаются от соприкосновения ветвей деревьев с электропроводами, а по нормативам на расстоянии не более 20 метров от крайнего провода линии электропередачи не должно быть никаких объектов. Очистка просеки под ЛЭП от деревьев, кустарников и другой растительности – это вопрос энергобезопасности. Для улучшения надежности электроснабжения идет сегодня сплошная расчистка линий 110-220 киловольт. Работают порядка 25-30 человек ежедневно практически. У каждой линии есть своя зона отчуждения, и в рамках этой зоны мы ведем расчистку. Значит, расчистка идет сплошная, для того, чтобы эта надежность у нас повышалась. На сегодняшний день мы буквально к концу недели дойдем до реки Келасур, двигаемся со стороны Чамчиры. Сплошная расчистка по этим двум магистральным линиям практически завершается. Потом мы переходим в сторону города Сухум и идем в сторону Псу. Максимально, насколько мы это успеем, мы должны подготовиться к зимнему перетоку со стороны Российской Федерации для обеспечения надежности и бесперебойности этой работы. Мы плавно перешли к теме перетока. Вот прошлая зима главную нашу генерирующую станцию пришлось эксплуатировать при рекордно низком уровне воды 410 метров. И технические службы сказали, что больше этого делать нельзя, потому что могут быть очень серьезные проблемы. Вот когда вы ожидаете, что придется запрашивать переток, и когда вы ожидаете, что, возможно, придется вводить веер вот в осенне-зимний период? Вот какие ваши прогнозы? Смотрите, наши сегодняшние предварительные прогнозы, это по прогнозам самой генерирующей станции, нашим тоже. Значит, наш дефицит до конца года составит порядка 280-300 миллионов киловатт-часов.
к началу ноября мы думаем, что уровень на Ингор и ГЭС подойдет уже к отметке там 420-430 метров. Да. Если мы в таком объеме получим переток со стороны Российской Федерации, тогда мы можем регулировать, и, может быть, мы обойдемся без веера. Если этого объема не будет, то придется нам разрабатывать график и к зиме начинать вводить веерные отключения. Это я говорю о дефиците до Нового года. Но также есть дефицит после Нового года. Только в апреле начинается таяние снегов, поднимается уровень на самой плотине. Вот, до апреля нам еще нужно дополнительно порядка 600 миллионов киловатт-часов. Итоговое, если брать годовое, да, если от притока до притока, получается порядка 900 миллионов киловатт-часов у нас сложившийся дефицит. Значит, все мероприятия, которые мы сегодня будем проводить, или это будет в следующем году, вот, это все будет только идти на уменьшение дефицита. На уменьшение дефицита. Потому впереди стоит очень большая серьезная работа для того, чтобы привести в соответствие и наши сети, и платежную дисциплину наших абонентов, и уменьшать, соответственно, этот дефицит. Стоимость киловатта-часа по перетоку сегодня очень большая. Двукратное увеличение тарифа на электроэнергию населением было воспринято болезненно, но это увеличило доходы госкомпании. Любое изменение тарифа, нужно какое-то время для привыкания. Да, сразу после увеличения тарифа первые 2-3 месяца идет небольшая просадка, потом потихоньку уже люди начинают привыкать к этому тарифу и увеличивается оплата. То есть первые два месяца вы наблюдали спад такой, да? Если спад в процентном соотношении. В процентном соотношении. Но вал, конечно, увеличивается. Вал, я имею в виду общее поступление по абсолютно в денежном выражении, так скажем. Майнинг криптовалют довел энергетику Абхазии до кризиса. Эта тема отошла из информационного поля на второй план, по-видимому, до новых отключений. Между тем, республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют продолжает свою работу. Так называемый бытовой майнинг, рассредоточенный по частным домам, создает энергодефицит, который нужно восполнять. Майнинг сам по себе, он у нас в республике есть. Но 98, даже 99% это все, что установлено у людей в домах. По 2, по 3, по 5 штук. Вроде бы немного. Но суммарно это дает очень большую нагрузку на наши сети. Практически весь сегодняшний дефицит, который мы сегодня испытываем, вот к концу года, это все, что забирает у нас майнинг. Крупные фермы есть? Практически нет. Вот буквально 2 недели назад была найдена одна ферма, там аппаратов 48, по-моему, стояло. Был составлен акт, ее работа была прекращена, и как бы вот так. Сокращение майнинга связано с работой государства, либо же это уже нерентабельно становится? Я предполагаю, что в первую очередь это связано с обесцениванием самой криптовалюты, да, там. И не совсем, наверное, людям не так выгодно, как раньше, заниматься этим. А при условии, что человеку, если будет оплачивать за потребленную электроэнергию, тогда вообще теряет смысл его в осуществлении этой деятельности. Госкомпания «Черноморэнерго» своими силами построила линию электропередачи для временной строительной базы на территории Сухумского аэропорта. В перспективе в этом районе планируется реконструкция 2 подстанций, что качественно улучшит энергоснабжение всего района. В самом аэропорту установленной мощности порядка 2,8 мегаватт. Это на территории аэропорта старые подстанции, старые их мощности, которые разбросаны по всей территории, расположены по всей территории самого аэропорта. Да? Сегодня ту линию, которую мы построили и установили, там суммарно получается 1,4 мегаватта, которые сегодня предоставлены им для строительной площадки. Это не вся мощность, которая была закреплена за ними. Просто она будет сконцентрирована в одном месте, откуда будут запитаны их строительная площадка, где они будут проводить свою деятельность, наверное, когда начнут это делать. В перспективе, когда аэропорт заработает, вообще
мы способны обеспечить этот крупный объект серьезной электроэнергией? Ну, смотрите, в рамках этого проекта предусмотрена реконструкция 2 подстанций, от которых будет запитана большая реконструкция. Это и замена и трансформаторов, и замена оборудования силового, линейного оборудования. Вот. Если эти будут осуществлены проекты, это значительно, качественно улучшит электроснабжение данного района вообще вокруг аэропорта. Источник финансирования, я не знаю, кто будет, но в любом случае без этих мероприятий обеспечить энергоснабжение аэропорта мы будем не в состоянии. Для жителей Абхазии веерные отключения – это самый верный признак наступления холодов. Энергетики с тревогой ожидают этого периода. Все дело в том, что после каждого включения случаются аварии и поломки. Один из самых сложных участков – густонаселенный Новый район, где все проблемы из-за перегрузки сети. Не только Новый район, все районы были в трудном положении прошлой зимой. Вот. Это было связано и с веерными отключениями, это было связано потом и с аварийными обесточениями. А аварийные это потому, что напряжение? Аварийные обесточения, потому что когда эти частые отключения идут по графику, оборудование изнашивается. Вот. И когда под такой нагрузкой мы включаем, отключаем линии нашей трансформаторной подстанции, наши кабели, у них кратный перегруз происходит, и они начинают выходить из строя. Когда на очередное обесточение при включении накладывается еще и аварийное отключение, естественно, это создает очень большие проблемы и для населения, и, естественно, для нашего персонала тоже. Потому что надо выехать, найти, устранить, подать. Веерные отключения для нас это очень-очень-очень большое ущерб наносит в итоге. Поймите, вот зимнее время, когда обестачивается, вводится график на 2 часа, за 2 часа остывает абсолютно все в квартирах у людей. Ихние теплые полы, кондиционеры, баки с теплой водой, все абсолютно. В момент включения, через 2 часа, все это включается разом. Одновременно. И, естественно, нагрузки становятся сумасшедшими. Эти большие нагрузки приводят к поломке нашего оборудования. Это все вот так вот взаимосвязано. Но зимнее время при таких графиках, при таких отключениях, это, конечно, очень большая нагрузка на весь персонал, на всех наших сотрудников. Очень большая нагрузка. Когда мы говорим о нагрузках, если вы заметили, то даже в деревнях уже многие перестали даже дрова заготавливать. Все перешли на электричество, а его столько у нас нету, к сожалению. Энергохозяйство изношено, что влияет на качество подаваемой электроэнергии и скорость ремонтных работ, говорит Тимур Джинджуля. Между тем, материально-техническая база госкомпании обновляется по мере поступления средств. Вы знаете уровень износа наших сетей, оборудования и всего нашего хозяйства. Наша спецтехника, которую сегодня мы управляем, которая у нас находится в ведении, тоже практически она очень изношена, самортизирована. Вот. Сегодня ремонты все дорогостоящие, по времени долго нарушают наш цикл работы, да, потому что очень время приходится на ремонт и уходит. Вот. Ну, нужно обновление. Для обновления нужны деньги, нужны средства. Средства нужны не маленькие, большие средства нужны. Вот на тот уровень, как мы, допустим, была проведена работа по реконструкции подстанции БЗЭП, вот таких подстанций у нас еще 2, которые требуют такого же ремонта. Вот Сухум-220, которая в Меркеуле, да, находится в Меркеуле, вот, она тоже на сегодняшний день практически, вот, там не было никаких работ проведено уже лет 25, наверное. Да, хотя от него запитана вся центральная часть Абхазии, на электроснабжающее все. Цены на оборудование, ну, в связи с сегодняшним курсом возросли кратно. Если буквально вот мы какую-то
элементарную деталь в свое время стоила 50-60 рублей, сегодня она стоит 250-270 рублей. Вот. И с этими проблемами ежедневно сталкиваемся. Изношенность оборудования очень большая, изношенность наших линий большие. Вот со всем с этим надо работать. Для всего для этого нужны финансы, нужны поступления, нужна платежная дисциплина. Если мы должны быть самодостаточными хотя бы эксплуатационно, только в этом случае мы будем говорить о каком-то развитии. Энергодефицит в Абхазии заставляет искать альтернативные источники энергии. Некоторые эксперты считают, что выход в использование энергии горных рек и речушек и восстановление 2 десятков малых ГЭС, успешно работавших в советские годы. Гидроэнергетика – это, наверное, одно из самых дешевых сегодня, да, генераций, которые сегодня есть на сегодняшний день по сравнению с тепловой. Но очень большие вложения нужны первые. Окупаемость очень длинная. Вот. Сейчас с учетом развития сегодняшнего нашего, да, и потребления, естественно, нужна генерация. Вопрос о генерации у нас стоит и уже давно стоит остро, в силу того, что мощности самой НГС не хватает для наших нужд. А с учетом развития мы в любом случае должны эту генерацию Где-то искать. где-то искать. Или у нас должны быть соответствующие тарифы и возможности оплачивать те же самые перетоки, закупать, значит, импортировать саму электроэнергию или самим вырабатывать ее. Но инвестор придет на эти самые же по генерации только в том случае, когда у нас будет внутриплатежная дисциплина, когда у нас будет соответствующий тариф. В период очередного блэкаута в соцсетях возникает тема продажи абхазского лимита электроэнергии. Ведь хватало же до военной Абхазии электроэнергии. В советский период были альтернативные источники отопления, напоминают энергетики. На первый взгляд, для человека, который далек немного от наших дел, наверное, это может даже показаться правдой. Но это далеко не так. Я вам скажу, в советское время расчет потребления на одну семью, на одну квартиру был 1,5 киловатта. В квартирах была горячая вода, было отопление. Вот, и остальные источники. Стояли котельни, которые работали, обеспечивали теплом и горячей водой. На сегодняшний день этого нету. Ни одной альтернативы электроэнергии сегодня у нас в республике нету, к сожалению. Начиная с пошива одежды, заканчивая всем. Все только на электроэнергию у нас на сегодняшний день. Сегодня в зимнее время средняя мощность потребления одного абонента – это порядка 10 киловатт. Теперь умножьте все это количество на… Получается энергодефицит. Энергодефицит из этого и складывается. Были заводы, были фабрики, но эти фабрики все, допустим, даже по городу, если взять хорошо по городу, было их штук, может, 15-20 с таким более или менее устойчивым энергопотреблением. Но они работали с 9 до 5, до 6. Все. Сегодняшний день это постоянная нагрузка, та нагрузка, которая создает нам сегодняшние проблемы. Энергетики надеются, что приборы учета выведут энергоотрасль на путь развития. Опыт показал, в районах, где они установлены, люди начали экономить, исправно платить по счетчику, а диспетчеры фиксировать снижение нагрузки.